Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле милләттәшләр, һеҙҙе Силәбе башҡорттарының үткәнен, бөгөнгөһөн һәм киләсәген сағылдырған Уралым тапшырыуында сәләмләйбеҙ. Һаумыһығыҙ. Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас на главной передаче «Башкир» Челябинской области в программе «Уралым». Башкирские проекты области вышли на новый виток развития. Патриотическое воспитание молодого поколения. В области прошел турнир памяти Хариса Юсупова. Это такой человек был, как отец. Сосновка районында Галимов сәләмгә багышланган әдәби кисә үтте. Галимов сәләмдән үземдән туган телемдә укымаенча булмасын. В преддверии Нового года принято подводить итоги и строить планы на будущее. По доброй традиции активисты собрались в Златоусте. За круглым столом руководители Башкирского Курултая, Аргаярского, Кунашакского, Чебаркульского районов, городов Верхний Уфалей, Миас, Трехгорный, Усть-Катав, Златоуст, Челябинск обсуждали вопросы развития родного языка, культуры, делились опытом, наметили совместные мероприятия на 2018 год. У нас в детском саду создан мини-музей. Имеется юрта, национальные костюмы, и с детьми ведется работа в этом направлении. Башкирскому Курултаю есть чем гордиться. Этот год был богат на события. Особенно в области сохранения и развития родного языка было проделано много работы. Активисты Курултая заручились поддержкой южноуральских властей в изучении башкирского языка. По обеспечению школы и библиотек национальной литературы был подписан договор с издательским домом «Китаб». В Златоусте и в Верхнем Уфалее начали работать факультативы по изучению родного языка. По линии спорта также было проделано много работы. Открылись новые секции, прошел турнир по борьбе на поясах памяти Хариса Юсупова. Общественники Кунашака и Аргаяша получили от Курултая сертификаты на приобретение национальных инструментов и книг. Творческому коллективу Дома дружбы народов Магнитогорска и башкирскому Деду Морозу были подарены сценические костюмы. Плодотворная работа Башкирского Курултая области получила высокую оценку от регионального правительства и администрации Башкортостана. Активисты Курултая в течение года 2 раза встречались с главой Республики Башкортостан. Деятельность организации была отмечена и на федеральном уровне. Член президентского совета России Андрей Бабушкин привел в пример работу Башкирского Курултая. Одним из последних успехов организации является получение президентского гранта 2 партнерами, членами исполкома – детской национальной студией «Афарин» и спортивным клубом «Строитель». Мы со своей стороны постараемся, конечно, чтобы башкирская культура, башкирский язык стали известны не только нам, чтобы все знали, какой прекрасный коренной народ живет на Южном Урале. Активисты областного Башкирского Курултая и впредь настроены достигать новых высот на национальном поприще. В новом 2018 году на Южном Урале башкирских проектов станет больше. Об этом сообщил региональный представитель Башкортостана Амур Хабибулин после приема граждан. На встречу к постпреду в Уральском федеральном округе пришли жители Южного Урала, выходцы из Башкортостана. Обсуждались самые разные вопросы из области бизнеса, образования, здравоохранения, общественной деятельности, спорта. Хотим совместно провести между Челябинской областью Республики Башкортостан такой небольшой турнир, чтобы дети поиграли. И кроме интеллектуального идет и теория подготовки, там и патриотическое воспитание молодого поколения, особенно вот призывников, которые сейчас приходят. У нас же система воспитания в сильном упадке находится. Предприниматель из Челябинска Андрей Зиновьев обратился в представительство республики с предложением наладить более тесное сотрудничество со здравницами и санаториями Башкортостана. Те вещи, которые в затратах уже имеют санатории, да, они никоим образом не отражаются в себестоимости того туристического продукта. Бизнесмены обсудили с постпредом развитие халяль-сферы в Челябинске. Будет халяль пекарня, то есть по канонам ислама. Всех ждем. Были проговорены моменты, где я могу получить именно поддержку и пути развития для дальнейшего ведения своей деятельности. Представители Кунашакского района подготовились к встрече основательно. Принесли с собой план этнодеревни и резиденции башкирского Деда Мороза. По словам инициаторов, в будущем на территории их малой родины могут возникнуть и база отдыха, затем и ипподром. Большая перспектива по развитию данной территории. К тому же находится рядышком с селом Сарино, которое в свое время было центром именно Аргаярского кантона. То есть и руководство находилось именно там. И
То есть, опять же таки, в рамках такого серьезного мероприятия, как столетие, то есть необходимо данные мероприятия проводить. Декан факультета Евразии и Востока Челябинского образовательного государственного университета Эльвира Ягнакова обратилась к постпреду Башкортостана с предложениями по сотрудничеству в области образования. Одним из предложений, которые мы сегодня обсуждали, это, конечно же, объединение усилий в сфере молодежной политики, и мы с удовольствием примем ребят из Башкортостана для участия в международных дипломатических играх. Подводя итоги приема, руководитель постпредства отметил, что вопросы и предложения, рассмотренные в ходе встречи, были очень разнообразные и интересные. Многие достойны того, чтобы стать полноценными национальными проектами и даже могли бы претендовать на участие в грантах, резюмировал Амур Хабибулин. В Кунашаке прошел турнир по борьбе на поясах, посвященный памяти Хариса Юсупова. В исламе есть хадис, в котором говорится, что когда человек умирает, все его дела прекращаются, кроме 3 вещей, так как он является их причиной. Детей, которых он взрастил, знания, которые он оставил после себя, и постоянная милостыня. Глядя на полный зал, где проходил турнир в честь светлой памяти легендарного южноуральца, душа радуется тому, что в книгу благих деяний Хариса Юсупова по сей день записываются воздаяния. Я прихожу к нему, он говорит: слушай, Толя, потерял. Я говорю: что вы ищете? Он говорит: да потерял, говорит, 1000 рублей. Я, значит, там с ним вместе под столом у него дома лазим, там ищем, там и так далее. А потом я говорю: ну 1000 рублей, так это же, что, как не... Он говорит: да вот она, таблетку поднимает. 10 таблеток, говорит, одна таблетка стоит 1000 рублей. Ребята не на улице бегают, а занимаются спортом. Это же объединяет всех людей, всех ребят. Тренерам большое спасибо. Это же титанический труд. А то, что вот это организаторам большое спасибо. Вот настолько вот радуюсь, вот у меня душа поет. Валерий Янчик в этот день, как и всегда, не скупился на советы. Он продемонстрировал журналистам ТВ-передачи «Уралым» лучшие приемы. А на вопрос творческой команды о знаменитой схватке с будущим президентом страны Владимиром Путиным скромно улыбнулся и отметил, что он помнит его лицо. Однако все бои невозможно запомнить, а в памяти остаются только поражения. Харис Юсупов любил рассказывать эту историю своего ученика друзьям, знакомым. Начинал у него тренироваться в 1974 году. И всю жизнь провел с ним вместе. Он построит всех учеников, говорит: вижу среди вас чемпионов. И каждый считает, что да, это я буду чемпионом. Все верили и потом вырастали хорошими борцами. Приятно посмотреть, что многие участники так используют все приемы и из самбо, и из борьбы куреш, и дзюдо. Мен отайсыз өткен бала, меңе ол как атай. Біз үйренгенбіз. Харис Юсупович айтканды біз 2 мәртебе айттырмайбыз. Участники турнира – это то поколение, которому не удалось застать в живых Хариса Юсупова. И все же эти ребята и девушки наслышаны о спортивных достижениях, человеческих качествах именитого спортсмена. Для меня он герой, правда. Как рассказывает Марис Харисович, он очень много приводит примеров, основываясь на своего отца. То есть ярышты, дзюдо, күреш, борьба на поясах, то есть гордость, что у нас в России, в Челябинской области, в Челябинске есть такие люди, были такие люди. У этого человека нужно брать пример, как себя вести в каких-то ситуациях. И Марис Харисовичу это передалось. Он нас этому учит, обучает. Все участники получили лично из рук сына Хариса Мунасиповича, заслуженного тренера Российской Федерации по борьбе на поясах Мариса Юсупова, сувениры и памятные подарки. Бывает, что устаешь, там, охота сдаться, но характер не позволяет, уже нужно идти до конца. Ну, сила духа, сила воли. В будущем мне это поможет. Мне нравится как бы борьба. Она дает силу, выносливость. Мне понравилось это. Дает силу. Если заниматься борьбой, то в других видах спорта можно тоже получаться, например, самбо или еще где-нибудь. По итогам турнира 40 спортсменов были удостоены титула победителя. 4 участника получили специальные номинации и подарки от партнеров Руслана Юсупова и Вадима Башарова. Зайтун Ахмедшин был признан лучшим судьей. Сосновка районы халкы бөек шәхестәрнең береһе Галимов Сәләмдең якты итәлеген тоғры хаклай. Сара Галимов Сәләм исемендәге әдәби премияга дәгъва итүчеләр белән танышудан башланды. Быел журналистика номинациясе буенча Сосновка районы гәзитенең баш мөхәррире Анна Махнина,
Әҙәбиәт номинацияһы буйынса Магнитогорск ҡалаһында ижад итеүсе талантлы шағирә Сәфинә Хакимова, тыуған яҡты өйрәнеүсе номинацияһы буйынса Гөлъямал Нәзмиева һайланды. Силәбе өлкәһендәге эшләп килгән әҙәби берекмәләрҙе бергә туплап, осрашып, шиғырҙар уҡып, шул уҡ ваҡытта классигыбыҙ Сәләмде иҫкә алып, башҡорт әҙәбиәте тураһында уйланыу, тәжрибә уртаҡлашыу булып ҡала. Матур шиғырҙар, йырҙар ишетеп ҡайтабыҙ, бейеүҙәр күреп. Шул тиклем ышаныстыҡ бирә, беҙҙең башҡорт теле Алла бойорһа киләсәктә һаҡланыр тип. Рәхмәт инде был мәктәп эшмәкәрҙәренә, бөтә балаларға ла матур итеп сығыш яһанылар, бигерәк матур итеп йырланылар, бигерәк тә матур итеп бейенеләр. Сегодня на мероприятии я просто смотрела на детей, которые присутствуют, насколько они, эти дети в этой школе уже выросли и готовы сегодня участвовать в таком мероприятии. Балалар белһә, беҙҙең ил буласаҡ, беҙҙең тел буласаҡ, беҙ башҡорттар буласаҡбыҙ. Кисәлә ҡатнашыусылар Ғәлимов Сәләмдең ижады менән йәш быуынды таныштырҙы. Ғәлимов Сәләмдең үҙемдең туған телемдә уҡымайынса булмаҫ, менеңсә, үҙем өйрәндем башҡорт телен. Ғәлимов Сәләм иҫтәлегенә арналған саралар кемгәлер ҡәләмдәш дуҫтары менән аралашыу форсатын бүләк итә. Шағир өсөн майҙан кәрәк. Шиғырҙарҙы һөйләргә. Кисә тамамланыу менән әҙиптәр таралышырға ашыҡманы. Тыуған моң, дәртле бейеүҙәр күңелдәрҙе күтәреп кенә ҡалмай, милли үҙаңды үҫтереүгә лә ҙур йоғонто яһай. Милләттәштәребеҙ күптән түгел Башҡортостандан килгән Мирас ансамбленең һәм Стәрлетамаҡ дәүләт театр-концерт берләшмәһе артистарының сығышы күңелдәрҙе рухи аҙыҡ менән тулыландырҙы, ти. Йыш килһәләр, бик әйбәт була инде шундай концерттар менән, халыҡты кинәндереп, халыҡтың кәйефен күтәреп. Изучали башкирский танец на народном танце, но все равно мы не так танцуем. У них, знаете, мягкость такая, плавность в руках. Күңелде башҡорттар йыйылған ерҙә йөрөгө килә, шуға. Бейеүҙәрҙе ҡараһаң, үҙебеҙҙең матур республикабыҙ иҫкә төшә. Вообще гордость, конечно, за свой народ, за такой ансамбль, за то, что они могут не только свой народ показать, и показать характер других народов. Ҡул сабалар, бейҙәр, рәхәтләнеп торалар, балдарман бергә килгәндәр. Бигерәк яҡшы булды. Мин өйгә ҡайтҡан шикелле булдым. Түбән условында Стәрлетамаҡ ҡайыр. Беҙ аларҙы көтөп алырбыҙ, һәр ваҡытта. Шулай итеп улар беҙҙең халыҡтың күңелен асып, мәңгегә шулай итеп сәхнәгә төшмәк. Республика сәхнә йондоҙҙары үҙ сиратында Силәбе башҡорттарының милли үҙенсәлектәре менән һоҡланды. Сит төбәктә йәшәүсе милләттәштәренә йәнә лә йырлы-моңло бүләктәр әҙерләйәсәген бәйән итте. Ошоноң менән тапшырыуыбыҙ тамам. Беҙҙе ОТВ каналында көтөп ҡалығыҙ. Киләһе осрашҡандарға тиклем. Наша передача подошла к концу. Смотрите нас на канале ОТВ. До новых встреч!